Не просто огород, а целый ботанический сад. На своем приусадебном участке Луиза Куртоева разводит сотни фруктов, овощей и цветов. Несколько соток земли женщина разбила на секторы. В одном у нее совмещенный сад и цветник. Там под тенью яблонь, вишни и абрикоса можно увидеть большое разнообразие цветов, как уличных, так и домашних. В маленьких горшках у женщины отростки этого года, в больших уже взрослые цветы. Среди них и несколько роз на штамбе. Их Луиза привила на взрослые кусты шиповника. Роз у меня, например, 70 сортов и 400 кустов во дворе посажены. На поле где-то 3000 кустов роз у меня привитые, высаженные. И хризантема шаровидная, где-то 406 сортов у меня, 20 тысяч высажено на поле. Почему вы решили принять участие в конкурсе? Ну, не знаю, хотела расширить, чтобы у меня финансово мне много не хватает, правда, думаю, может быть, пройду, что-нибудь получится, и мне будет помощь в моем бизнесе. Там мне агрегаты некоторые надо было покупать, нет пока такой возможности. Приусадебный участок Луизы – наглядный пример того, что и на небольшом участке земли можно заниматься своим делом. Главное было бы желание. Среди всего разнообразия этих цветов можно увидеть и диковинный куст инжира. Это небольшое деревце уже плодоносит, несмотря на относительно холодный для него климат. Высажено на участке у Луизы несколько видов винограда. Женщина рассказывает, как в прошлом году отдельные спелые грозди весили до 3 килограмм. Есть в саду и другие ягоды. Здесь у меня посажено 16 сортов клубники. Сейчас они отошли, вот эти сорта, они заново через месяц заплодоносят. А вон крайние сорта – это одноразовая клубника, но тоже очень хорошие сорта. Азия, Сирия, там и так далее, очень много их. Ежемалина вон у забора. Малина, моровила сорт. И вот некоторые вот здесь растут цветы у меня. Что у нас за ежевика здесь? Это ежевика крупноплодная, называется сорт «Небеса подождут». Очень хороший сорт, очень плодоносный. Вот сорт тоже, он менее крупный, но очень тоже плодоносный. Вот. Этот сорт называется «Джамбо». Женщина занимается землей круглый год. Для этого на участке установлена небольшая теплица. В ней Луиза зимой черенкует цветы, а весной сажает томаты. Это у меня теплица. Здесь у меня поздно посажены томаты, потому что у меня здесь стояли цветы, я их вынесла. Эти томаты у меня здесь много, где-то около 16 сортов именно декоративных томатов я посадила для интереса, для себя. Но они попозже будут, но будут плодоносить. Вот это гортензия, вот я начала черенковать этот куст. Очень красивый этот куст, метельчатый. Большие шапки бывают с него цветы. А что вы с томатами будете делать? Ну, я их обычно консервирую. Они бывают разных цветов. Здесь фиолетовые, бордовые, желтые, полосатые, черные. Очень красивые. Разнообразие в банках бывает. Красиво смотрится, и детям интересно посмотреть и есть его. На 4-м последнем участке земли у Луизы совмещен цветник с огородом. Женщина знает название каждого растения, особенности их цветения и содержания. Большая часть цветов выращены собственными руками. Здесь у меня перцы болгарские, острые, капуста, огурцы, баклажаны. Ну, цветы, естественно, мое хобби. А есть какие-то редкие виды цветов? Да, разновидности именно с Голландии у меня есть вот именно эта хризантема, по 2 шарика только. Ну, я его специально дома высадила для размножения. Приусадебного участка для Луизы не хватило, чтобы полностью реализовать свои планы с растениями. Женщина пошла дальше и арендовала землю. Там на 2 гектарах высадила несколько разновидностей картофеля, томатов, фасоли и кукурузы. Здесь можно увидеть несколько тысяч молодых цветов. Муслим Ганиев, Рамазан Зурабов, Новости 24.